Он правит уже 31 год. Это просто не вкладывается в голове. Диктатор, который дольше всех на своем посту. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Государственный департамент США назвал Таджикистан авторитарным государством, который с 1992 года правит один и тот же человек Эмомали Рахмон. В отчете Госдепартамента США о правах человека в мире в 2022 году, опубликованном 20 марта, отмечается, что Конституция Таджикистана гарантирует многопартийность в стране, однако власти препятствуют политическому плюрализму. Авторы ежегодного отчета, в частности, пишут, что Рустам Эмомали, мэр Душанбе и старший сын президента Рахмона в апреле 2020 года возглавил Верхнюю палату парламента Таджикистана и тем самым стал вторым человеком в стране и наследником трона своего отца. Парламентские и президентские выборы в 2020 году не были ни свободными, ни справедливыми. Все силовые структуры и таможенная служба подчиняются непосредственно президенту. Согласно полученным данным, сотрудники госбезопасности совершают многочисленные противоречивые действия, говорится в отчете Госдепа. Реакции властей Таджикистана на ежегодный отчет внешнеполитического ведомства США пока не последовало. Ранее в Душанбе заявляли, что в отчетах Госдепартамента США по правам человека не прослеживается объективный анализ существующего положения дел с правами человека в Таджикистане, а сам документ носит политизированный характер. Таджикские власти утверждали также, что авторы опираются в основном на информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных. В новом отчете Госдепа США отмечается, политическое долголетие Эмомали Рахмона связано с тем, что он победил своих противников на президентских выборах. Однако, по мнению международных наблюдателей, ни одни из выборов не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам. Напомним, что власти Таджикистана и наблюдатели из Содружества независимых государств назвали проведенные в 2020 году парламентские и президентские выборы демократическими и заявили, что нарушений в них зафиксировано не было. Госдепартамент США в ежегодном отчете отмечает и другие нарушения прав человека в Таджикистане: самопроизвольные аресты и убийства, пытки и жестокое обращение, невыносимые условия в тюрьмах, аресты по политическим мотивам, серьезные ограничения свободы слова и религиозных свобод, угрозы журналистов, неспособность населения изменить власть в стране через выборы, коррупция в госучреждениях, преследование местных и международных правозащитных организаций, использование детского труда. Госдепартамент США критикует таджикские власти за то, что не принимает меры по наказанию чиновников за коррупцию и нарушение прав человека. Ежегодные отчеты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН. Отчетов о соблюдении прав человека в самих США в докладе не содержится. Международные правозащитные организации за последний год неоднократно подвергли Таджикистан критике за постоянное нарушение прав человека из-за подавления инакомыслия. На прошлой неделе международная неправительственная организация в своем ежегодном отчете назвала Таджикистан закрытой страной наряду с Туркменистаном, КНР, Сирией и некоторыми другими государствами Африки и Азии. Это наихудшая оценка Таджикистану со стороны этой организации, которая оценивает состояние гражданского общества и гражданских прав в мире. А вы согласны с такими суждениями или все-таки придерживаетесь мнения нашего правительства, что у нас в стране все прекрасно? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!